Арабская посягает, пытается все убрать, уничтожить, все наше национальное. Я Это сегодня может 100% быть могу сказать, что любой мусульман. еврей А мой друг, ты мой врешь. брат, Они, мой не- сосед, мой лучший друг. Я сегодня просто заявляю ответственно, я просто назло всем сегодня в жены взял бы братья самую мусульман, лучшую еврейскую женщину, что евреи вам убивают всем назло. вам. Абарден, да Аллах лабареск, мы, они убивают. Не Абарден, ислам знаешь, сколько людей догадывайся, убил? 14 тысяч молодого поколения, молодежи чеченской, не евреи убили в Сирии. Подожди на братья минутку, закрой мусульман. хлеборезку. На минутку, закрой хлеборезку, братья мусульмане. У вас нету Ты никаких братьев, врешь. вы балаболы, все подрусские шнури. Мусульман. На Ты минуту хлеборезку закрыл, или я тебя диктатор. опущенным делаю. Смотри, я могу сделать и опущенным, видишь? Я закончу, потом будешь базарить. 14 тысяч людей, которые выросли в демократических странах, вы по ушам, по мозгам, проехавши с ним, прокультивировали Зеленый, их полностью, зеленые комиссары, добавить не амбуто, зеленые да, да, комиссары. которые были присланы Лубянкой в Европу под видом беженцев, пропагандировали это дерьмо им по ушам и сподвигли их просто встать и поехать на верную смерть туда еще повезти своих женщин и детей. 800 женщин сегодня в плену. Вы, мрази, о них даже слова не говорите. Дети в плену. Убито более 14 тысяч человек. И по вашей вине вы проститутки, пропагандисты, муллы. Палестинские дети, да, палестинские дети войны, палестинцы войны, Баракаллах Я, фикум. я же сегодня говорю, евреи никогда, я просто прошелся по всем возможным архивам, вообще историческим, никогда, ни в один момент в истории израильской, народа Израиля, евреев, и чеченского народа, Нохчи, ни один раз у наших предков с евреями не было никаких проблем. Единственное, короче, что делает врагом для чеченца еврея, это вонючая фашистская человека-ненавистная идеология бедуинов гребаных 7 века. Ховязина кая, адека алавен ховязина. В Европу били, бах, присланы как раз жиды, бах, и Бог куда-то, латвейшие. Он писать нормально не умеет, блядь. Им не надо имаму спросить, и все, имам расскажет, как писать, читать, что делать. По Казахстану я знаю насчет евреев. Если он сказал слово, дождь дует, то дождь я лирую. Можешь не сомневаться, то я дождь учак сон на себе. Вот этот Леон, я его не знаю, не видел, откуда он. Я просто, как человек, уважаю его позицию. Он просто стоит на своих национальных интересах, на своем национальном еврейском интересе, государстве еврейского. Они все стоят, Я они их все стоят, уважаю. дружные. Они достойны уважения. Честь и хвала лучшим сынам и дочерям Израиля. Согласен, это правда. Знаешь, и мы с тобой тебе документы брал с тебя на паспорт. Что ты мне что ты им рассказываешь? Не пали контору, не пали контору. Леон, скоро еду в Израиль. Будем бухать вместе. Да, давай. Астопирла, святую воду будете пить. Альхамдулилля. Меня, Вам понадобится, скажите, я пришлю тоже святую воду. Леон, ты Регион. Натали знаешь, Натали и Стелла? Я знаю. Натали, она замужем за чеченца, она в Израиле, они в Израиле живут, они меня в гости приглашали. У Где-то меня месяца вам два назад. вопрос всем, которые тут находятся, если вы ответите. Сейчас.
Кто был по Бисмилlah. национальности Сталин? Давай. Мусульманин. Кто он? Мусульманин. Мусульманин был. Сталин. Мусульман это вера. По национальности кто они были? У мусульман национальности нет, он был мусульманин. Хурейшит были, или Ешемит, или Абу Кирилл. что? Дальше, Ну, дальше, ты ну, знаешь, дальше кто продолжаем. они были, кто по национальности? Да, грузин. Грузин? Точно? Он не был, он евреем был по национальности. Да ты что? А еще Ленин был евреем. Да. Еврей. Аллах тоже еврей. Подожди, главный бог атеистов Ленин вот был тоже евреем. И что? Еще Путин еврей. А Меликов, Аллах тоже еврей. Меликов кто? Аллах тоже еврей, 100%. А вот эти Ибрагим, кто был пророк, тоже евреем, да? Авраам. И когда вы Подожди. говорите, что они ничего не сделали плохого, Подожди, Ибрагим, Ибрагим, может, кирды? Жбеги жукти. Хубата, хуале. А еще на тот ты вы? Свободе. Так вот Ибрагим поемаш деница, Свободе. Сирмалалом, инсхилла халхиллаш, там беллаш мабюсиас, Ибрагим поемаш, вити кобул вешват совати. Свободе. От Ибрагим поемаш, кобул вешву или ватса. Смел был, поемаш бук обол веш. Ах, жутки валаи. Жукти была мел был, поемаш обол веш. Ах, сакет, оба. سيرتيها وياتي تاك. Да, бахти, поемаш обол веш. Так, да, sobre каждый адам дал, иначе да, каждый адам дал. Сегодня такие адам дигай вопрос. Садюга, свободе. أتفايمر وياتيش تا أتفايمر وياتيش. Сегодня абор нахчи хаман тазулам садин жуктяш. Аса Садина. Ас дина бо. Раски, sobre, раски шудиновой. Свободе, раски шудиновой. Раски квартя милш буажата дюхар айтажима хайк алдала жукти бон. Свободе. Делда, Хайла, эло. Хонохти чубакин бол раски, бори шалки, вы даядыш, делбол, вы равниш, вот. Хамича нахча бо шена. Миша, Москва. Хамича нахча бо шена. Миша, да. Совета. Не, харт дег мадиса. Мича не, Что цаур. Мичметя воро. Цаур. Ну, мича воро, вала воро. Хожимер чухена, он отчет шават сказал. Свободе. Раски салти был, дейн был. Иш милш бори, жуткие салти бори. Брат, они разные бори. Дагестанчи бори, украинчи бори, раски бори, жутки, разные бори. Иш хен эскадри. Раски эскадр. Русские не эскадри. Так, израильские войска, шмада. Кюрта бешбеги жукти бор. Свободе. Цахал израильские войска, шмада. Ай, да дично, киеч ват мацн. Хокети, мацн, асрекет, вопрос дон. Израильские армии или российские армии? Российские, кюрта бешжукти бор беги. Свободе, ладуа. Свободе, Россия, Израиль, разные государства, видите?
Nici государство. Ладуалашо, это Галатауи. Израиль отдельное государство или в составе России? Или Россия в составе Израиля? Россия в составе Израиля. Ну, Галатауи вообще. Да, и войска Шауан Чахалдула, и войска израильские войска. Смотри. Россия до пропаганды ашо. Свобода Ладуашо. Ладуа. Абу, как он к этому пришел? Подожди, мне интересно. Россия состав... вообще интересно. Израиля. Да, как это? А ну, объясни свою это. Мне просто Вот интересно. я Или ты тебе говоришь- просто вопрос задаю. Давай. Хабад управляет Россией. Хабачки это кто? Аудал махает нахер. А ты, дурак. Аудана Муатсон. Дай секундочку. А Путин Кто такой еврей? Хаббат, ты знаешь? Слушай, ты, НЛО, Путин еврей, скажи. Еврей тоже Слушай, по матери. По Ну, матери понятно, если евреев. Путин, хорошо, по твоей логике, если он еврей, твой президент, который тебя сажает на бутылку, он служит евреям. Ты знаешь, что я могу это донести твоему президенту? Тебя посадят на бутылку. Мальчик, Бидик, Эгел Гудатон, Против Сочишан Израиля. Тахауаш. Почему Путин против Израиля? О, НЛО, подожди. Эльпале 5 секунд ялем. Почему? Россия в составе Израиля. Вот это интересно. Да, вот объясни мне это. Как Россия в составе Израиля? Что-то новое. Как ты к этому пришел? Давай скажем, как ты... Вся верхушка, которая находится в России, она евреи. И в Украине да? то же самое, да. А кто там верхушка евреи? Я не понял. Ну, Зеленский, еврей, там, вся Не, власть Россия, евреев. Россия, Представь, оставь. В России то же представь, самое. Леон. Не, просто, Маудало, Леон, представь, что за дерьмо у них в головах. Просто вдумайся это. Арабы башках нормально. Я даже думать не Чего? хочу. А кто правительство в России евреи? Ну-ка, кто там правительство евреев? Где, в России ты имеешь в виду? Да, кто там в России правительство? Зеленые Ну. комиссары, что им в голову вкладывают? Президент там в Зелёный России. Бля, ты же взрослый или маленький мальчик? Я тебя спрашиваю ответ, адекватный вопрос. Простой Я вопрос. тебе адекватно Кто отвечаю, там президент Ты говоришь- еврей по национальности. Как ты к этому пришел? Ну, он по матери еврей. Как маму звали, его маму звали? Как? Прогугли, если тебе интересно. Ну, нет, ты же говоришь мне, зачем мне гуглить? Или ты балабол, Ты же мне говоришь какую-то информацию, значит, ты ее знаешь. Я знаю, что я говорю. Как ее маму зовут? Свободный. Как маму зовут Путина? Ты можешь сказать? Можно я помогу его? Всем шалом, Леон, шалом, шаббат шалом, Леон, всем Привет, шалом, привет, всем привет. кафиры, всем здравствуйте. Можно помогу? Приветствую, главный Леон. кафир, яхуд, многобожник. Маудал. Ты, кстати, ведь это, ты мне уже должен 10%, я видел, ты там 10 кинул, получается, только 10 осталось, как сдача. Но после того, как евреи тебя платят, и все такое. Это ты, НЛО. Напишу. Kertür. Извини, Господи. НЛО еще Kertür. Кекшдая, да? И сам Курцебюч, да? Аюч, гуманца, ойличу. Ласки, бяхквац, жертва, шукласки, и что ходится, ну, и бяхквоч. Вы видели, как война Не, издевается вот над этими внизу одноклеточными? комментарий. Мать Внизу Путина. комментарий. Кто Дайте. она? Как ее звали? Мать Правильно, Путина. человек пишет. Подождите, комментарий давайте зрители тоже зачитаем. Потому Мария что они Ивановна евреи Путина, в Кремле девичество встречаются с Шаломова. Хамасом, с Родилась в Талибаном, 1911 году в деревне Подгорье. А что евреи, да, действительно. Ты слышишь? Мария Аравей, со всей его Ивановна свитой. Путина. Какая она еврейка? Мария Ивановна Путина. Мария Ивановна Я просто хотел Путина. сказать, как бы я не договорил, да. Еще раз, я хотел задать ему вопрос. Смотрел же ее правильно в Ютубе. И когда ты ее смотрел в Да. Ютубе, у тебя был такой еврей, правильно? Такой карикатурный был еврей, как бы сбоку справа у тебя, да, был на экране. И рассказывали, что все, кто ведут здесь войны и так далее, как бы определяли их евреями. Так было все. Оттуда ты взял информацию. Ну вот.
Он говорит о том, что, Лазик, когда Путин приехал в Израиль, он рассказал такую историю, что мама его была в блокаде, да, когда фашисты окружили, и был голод, люди умирали. И еврейская семья поделилась с ней хлебом, да, и начала ее кормить ее, и если бы они бы ее не выхажили, да, он бы умер. А потом оказалась эта семья, вот эти два брата-близнеца, которые есть богатые. Ротенберги, не близнецы они, как бы, Ротенберги. Да, близнецы. Вот это их семья, вот эта Не семья. близнецы. Да, Ногти, просто ногти. знаешь, и оттуда он все. Ой, извините, ой, ногти, просто ой, ла, сейчас дючту, я, ему киет, да, сейчас дючту, хикер, чухамаю. Какую цог мы. Лишь, что маразм дошел до того, что если бы Друг друга. А еврейская семья спасла ее. Вот представь, что если НЛО, его предки были бы евреи, помогли бы, он бы стал бы евреем. Все, вот так это его логика работает. Да, понимаешь? нет, то я чуть по-другому понял, получается, если бы мы не помогли бы, то он умер бы, не было бы того, что есть. Как бы мы в это виноваты. Был бы другой. Да, Был бы нет, другой, да. Путин и там врал, получается. Ему, чтобы наврать, это как два пальца об асфальт, получается. Для этого нужно было там перед еврейским народом там что-то сляпнуть надо было. Про его семью знаю. Его вот это, что приехала с Австрии, приехала там женщина, была, как ее, экономистом у них в правительстве была, каком-то австрийском, недавно. Он ездил к ней на свадьбу. Ее отец и Путин отец – это один и тот же человек. Он был военнопленным там в Питере, а она у них работала там в лагере, стирала белье им там. Эти братья тоже рассказывают, да, они там, их были в блокаде, да, они были соседями, ну, жили вместе, вот, и когда люди голодали, они ее взяли к себе, вот, и старший брат... Ну, откуда у них там было что-то? Эти тоже врут. Это кооператив озера, все они там, получается, кооператив озера, собрались. Люди делились, люди жили вот так люди жили, не, помогали. Я думаю, если люди не были я имею в виду эту путинскую мульку поддержать, они говорили. Они просто друзья, они в бизнесе друзья там, получается. Не, они Ротенберги. Они говорили, что в детстве не, они там... Он их потянул, не они его потянули. Я извиняюсь, секундочку. Не они его потянули, а он их потянул. Ротенберги в бизнесе, друзья, они там. Они в одну секцию ходили просто. По дзюдо ходили туда-сюда. Вообще Путин поднялся, единственная его связь, что его евреи подняли, как изначально его скачок был вверх, это был, получается, Собчак. А Собчак имел связь с евреями, это через свою жену только, да, получается. Вот его жена была еврейка. И вот так вот Путин, когда ему чемодан носил, потихонечку, как бы там, как был зам мэра, там, ну, шестерка там, мэра Петербурга, как бы, да, и потихонечку он пришел туда, вообще стал потом премьер-министром и так далее. Начнем с этого. Вот, единственная помощь его еврейская была, якобы, где евреи присутствовали на тот момент, это была жена Собчака. Не если ее можно как бы как помощь определять. Это она сделала. Когда люди нет, а потом, тогда на тот момент, когда Ельцин начал за него советовать, там, да, присутствовали евреи. Был Березовский, может быть, был тот, и этот, там, третий, четвертый, которых он потом ликвидировал. Но я просто не вижу здесь связь, как бы, как евреи, он евреем стал при этом, да. Может быть, были какие-то свои нюансы там по бизнесу и так далее. Ну, его подъем находился, ну, КГБ, как бы, да, в Германии там находился какое-то время, все такое. А потом стал заммэром, ну, не заммэром, это точно сейчас не вспомню, но он шестерка был Собчака. Собчак был хороший политик, который занимался Питером, но кроме Питера, как бы, еще занимался многими вещами. Все, вот связь его, пока он находился у Собчака с евреями, это была супруга Собчака. Все. И она была еврейкой. Собчак потянул его, Лев, ты посмотри, послушай, Собчак потянул, и что он с ним сделал, когда он добрался до власти президентства?
Что он с ним сделал? Он его и убил. Он его, может, и убил, и так далее. Не, но все равно он, во-первых, его дочку, как бы, за его дочкой, вот как она мне не критиковала там, тут, как бы, он за его дочкой, как бы, ухаживает, скажем так, да, за Ксенией Собчак. Он за ней ухаживает. Он ухаживает, он не дает, она там, может, Слышала. там что-то пробалаболит, здесь Слышал, пробалаболит. Собчак Как бы. говорит. Я не знаю, как эта Слышал. система у них там работает, но я вижу, что там то ли Она договорено, без то ли... костей. Она без костей. Она там такой болтает на него, и, блядь, он молчит. Он охранял ее. Еще раз, да. Он Там ее это не просто охранял. такой. Он ее охранял. Именно. Знаешь, ты слышал недавно, что она говорила про него? Она говорит, что он убийца, что он такой, что он сякой, и он такой, и это. Ни хрена я, ничего, блядь, не вот просто. Там обговоренный, может обговоренным, а может быть в нем что-то есть человеческое, что он как бы ей вот не хочет навредить. Почему? Потому что он помнит, как ее отец ему помог в какое-то время. Может быть, Чё это, я не знаю. это ее отца? Чё он ее отца убил? Почему он ее отца убил? Как пришел к власти? Ну, по поводу убил, честно, я первый раз такой слышу, да, что он убил ее отца. Я честно, надо покопаться, посмотреть. Давай, инопланетяна послушаем, давай. Он прилетел на планету Землю, давай, послушаем его, да. А все, которые, Прием. которые занимаются пропагандой в России, кто они по национальности? Вот это. Кто по национальности? Чеченцы Да. есть. Вот у тебя очень Назови допустим, одного да. чеченца. Назови. А я тебе 10 евреев на кого зову. Лапти Аладдина, скажи ей. Лапти Аладдина. Желтые штанишки, такая кличка есть. Лапти Аладдина, смотри. Аронович, они из-за того, что он Аронович, они решили, что он еврей. Соловьев, Я в нем ничего еврейского не знаю. Я увлекаюсь этим. Смотри, много есть. Там все, когда там выборы были, даже там, если кто-то вышел бы президент, там все равно вышел бы еврей. Понимаешь, как там все запутано. И те, которые говорят, что вот при делах они наши друзья, они сами себя обманывают. Ладно, покажи мне еще раз, покажи мне. Комиссар Арцевич. сказки зеленых комиссар ночи муатя, там ты вот замес зеленых комиссаров сказки не рассказывай, не ходи, не лазь здесь. Он же, ладно, локса говорю, вати бог, но знаете куда, водятся готы. Ты сказки зеленых комиссаров рассказываешь. Тебя вот, допустим, Дудаев, министр информации, кто он, еврей? Лазик, минуту. Один вопрос. Кто приехал, встретил с чеченским национальным одеянием и с чеченскими национальными музыкальными инструментами вот и Пуандардош, Халхашдеш? Кто встретил Нохчикам, когда его возвращали? На вокзал пришли. Да, давай ответ. В 1957 году. Городские евреи. Удар, выквачу. Нохчи, Свободнее, ответ, жуаплан, юг магатиш, собой. Нохчи, Казахстане, табаканшен, хочо дакам, хушево табакитаншен. Жукти, чурше, мялдом, ададита, махила, дабоган судья. И хат суат судья. Встретили Деницарву, вот и Пуандерс, они же встретили наш. Вот и Деницарву, что надо, но уж дабоган чур. Вот и Пуандерс, Халхардеш. Да. Hayek problem. Встретили же евреи. Саек проблема, аршу бусал димбо, дерьмо юк вонючий. Аршу фашистские идеологии исламские, и юк саек проблем. Моя вся проблема моей жизни, моей нации. Хар юкса проблем гребаные. Это шут просто цакта гяцкий президент, шу вообще тип агал шукшу. Шулейши, но из вас эта идеология сделала рабов нахрен, опущенных притом. Вы даже боитесь правду сказать еврею, русскому, арабу, немцу, блядь. Вы, суки, во что превратились вообще? Пидоры, блядь. Ты пагалш.
У тебя, кстати, разбор домов-то, до сих пор дома не все вернули, скажем так, да? Вот почему-то не предъявляют претензий. Ну, там Кадыров что-то там с лордом, с этими, с стариками, Братья мусульмане, баранатами так в ругался на кавычках, не границе, как бы, отдают. да. Да, да. Братья мусульмане не отдают, кавычка, мусульмане братья. Кадыров пришел там с стариками, там, где-то на границе встал, как бы, да, с Дагестаном, то что-то, даже не Кадыров, по-моему, лорд, по-моему, да, там был. Пришел там что-то, ну это же как бы правильно, неправильно, там, оскорбил их, как бы, да, вот и все. И вот смотрите, мой чеченский народ, я их оскорбил, как бы, да. Ну, пускай они там живут дальше. Вот так же все было, не? На сегодняшний день также ничего не поменялось. Эти Ничего не лагеря, так поменялось, но называемые, он там воздух навел, как бы, да, вот из своей понты дешевой, как бандюган какой-то, да. Приехал туда на своих крутых машинах, как бы, да. Пришли туда старики с палочками с той стороны. Он пришел, им рассказал, что вот, да, а вы знаете вообще, что это наши дома были, как бы, да, а вы здесь проживаете. Там поругал, как бы, стариков, да, аксакалов, да, дагестанских. И все, и ушел обратно. И тут нам рассказывают, что мы плохие. У нас есть на канале выложен 14-минутное интервью того очевидца всех этих событий, это уже человек в возрасте. И он там прямо, у него комок в горле, когда это смотрим, прямо у него в глазах слезы накатываются, но он их не спускает. И он там прямо рассказывает, как вот эти наши соседи, братья-мусульмане, в кавычках, прямо был отдан приказ, чтобы не помогали ни одному ребенку, ни больному. Там от кори по 6, по 5, по 3 детей умирало. Корь у них была. И прямо вот эти наши соседи просто давали им умирать. Просто давали умирать детям. А сейчас приходят мои братья. Вот вам. Я ваше братство и вашего Аллаха вот на этом вертел. Все, мы приехали. Больше на исламе, на чеченском горбу вы через ислам не ездите. Вы у себя дома хоть раком стойте, хоть боком. Но когда мы выходим из своего дома, мы преследуем только чеченский национальный интерес. И мы сами определяем, кто брат, кто враг, кто друг. А не ваша вонючая, это дерьмовая фашистская идеология. Мы все, приехали дальше, вы на этом на нас не ездите. Зарубите себе на носу, опущенные львы Аллаха. Все, приехали. Зомбированный будешь. Я вот просто интересно, меня вот, знаете, что это как бы не вникают, это пускай может там личная разборка и так далее. Просто когда вот меня задевают, вот как евреи, да, вот когда вот происходило все, что происходило там с Первой Чеченской войны, Вторая Чеченская война, когда оттуда вот сейчас вот эти вот вентиляторы, которые кричат там, как бы мы за Free Palestine, там, со стороны Дагестана, они с винтовками убивали тех же чеченцев. Вот когда вот они хотели зайти как бы в Дагестан, как бы, да, ну, там устроиться в какую-то буферную зону и так далее. Леон, Убивали мне чеченцев. слово дайте. Почему сегодня вы кричите, что мы братья? Вот почему вы кричите, что мы братья? А я вроде ваш враг получаюсь, как бы, да. Вот где ваша вот эта вот якобы, ну, вообще это гордость какая-то, да, и так, если она вообще как бы, ты считаешь, что она у тебя присутствует, где эта гордость? Как ты можешь ее обосновать, что ты вообще мужчина после этого? Убивали, просто убивали, когда... Леон, я пару слов скажу по этим в самолеты там с двигателя заглядывали, искали евреев. Они же сперва, ты тонкости вы не знаете, они сперва попытались в Хасавюрте по гостиницам бегать, там, поднять шум, хотели чеченцев туда втянуть. Но там старики, которые живут, они сказали, нам евреи ничего не сделали, вы никуда не бегайте, не ходите, не на эти, ну, движения там создавали, сквозняк такой. Дагестанцы, аварцы, которые там живут в Хасавюрте, на нашей территории. Вот они начали по гостиницам бегать и проверять в гостиницах номера, есть ли евреи или нет. Чеченцы не поддержали, видят, у них здесь не получилось,
Через неделю они устраивают уже, в Махачкале устраивают вот это движение там, получается, в аэропорту, получается, беготня по самолетам, по крыльям, там, в двигателя заглядывать, искать евреев. Они хотели все Двигателя свернуть, самолета все, да. жидов, яхудов искали, придурки. Они хотели это сделать, потом перекинуть, как бы, что чеченцы это вот здесь, в Хасавюрте, чеченцы это сделали там. Хотели это сделать. У них не прокатило это. Мы, например, если нам евреи ничего не делают, что мы будем ходить и толпой, мы не бегаем толпой. Если у меня какой-то конфликт, я пришел один на один, подрался, разобрался, у нас так вот воспитывали, получается. А толпой нападать на кого-то, у нас этого нету. Во всех остальных, вот возьми Татарстан, не Татарстан, все, во всех остальных там есть они, у русских это толпой собираться, ты один с кем-то подрался, что-то у вас конфликт. У нас этого нету, чтобы толпой бегать. Если даже пришли с тобой люди, чтобы никто не вмешивался, один на один разобрались и разошлись. А там у них, получается, они толпой носятся. Эти дагестанцы толпой носятся. Здесь в Европе тоже вот это обезьянничество пытались несколько раз тоже приучить к обезьянничеству. Кто убил Гилаева? Кто, получается, там боролся за свободу Чечни? Кто убил Гилаева? Не брат мусульманин, не два солдата, которые там, ну, с Дагестана. Мусульмане, они тоже, по-моему, 5 раз в день намаз делали, да? Кто убил? Вы что там не подали? Вот это так называемые соседи, мусульмане, как раз таки помогали русским через вот этот вонючий культ ислама полностью превратить в жизнь, вот сотворить в жизнь, чего они добивались, накинуть на чеченский язык ярлык террориста. Вот эти соседи этим как раз таки и занимались. Они на заработки. Когда говорят братья-мусульмане, пускай вспоминают, как и мусульмане-братья как бы себя вели, да. Нас, еще раз, разберитесь своими проблемами, да, скажем так, а потом переходите к нам. Сначала свои проблемы там разберитесь, когда вы там что-то обсуждаете, что-то говорите, как бы, да, как у вас там история происходит и так далее. Сначала разберитесь, сидите у себя дома спокойно, а потом уже лезьте ко мне домой, если у вас будет на то время. У вас пока нету этого времени. Зеленые комиссары, присланные в Европу, вот сидят в мечети, мулла, помощник, это все вот эти, это агенты Кремля. За религию, кто вот ислам говорит, все чеченцы, которые говорят за религию ислам, сидят, обучают там детей, там с панталыги сбивают, это все работники ФСБ. Я это давно говорю, они не сидят на зарплате. У них стаж работы идет, в Европе, они дома, все они агенты. Им присылают деньги с России, получается, что они там покупают, там какое-то здание, мечеть, там стоянку, там выкупают землю, бешеные деньги. Последний раз они там миллион, на стоянку миллион собирали, они там, и 800 тысяч, я не помню, там, за мечеть заплатили кучу денег, а потом еще территория там продается, 800 тысяч, по-моему, там стоянка была рядом. Это комиссары, ихние работники, они очищают эти деньги, отмывают деньги. С Европы, с России присылают деньги, они покупают эти здания, на них как бы оформлены работники ихние, на них оформлены там 3 человека, сколько там человек, на себя они оформляют, это ихние работники. Когда в любой момент, когда нужно будет им очистить деньги, когда нужно будет там в другом месте что-то купить, там туда сделали, этих перебросили, то эту землю продали. Они этим будут очищать эти деньги, ворованные деньги с бюджета, что присылают. А здесь там копейки какие-то кто-то добавляет, чеченцы там набывают сборы, там туда добавляет, кто ходит в эту мечеть. А это все агенты вот эти Кремля. Я не знаю, как в Европе, они там спецслужбы их не работают. Давно это должны были уже увидеть, раскрыть это, что эти агенты, они вот мозги детям забивают с детства. Они, я чуть-чуть не соглашусь, как бы, они не агенты, они продажные. Это продажная натура, как бы, да, вот человека. И они вот ее показывают. Что такое продажная натура? Это из поколения в поколение. Это началось еще запускать при Ермолове, еще чуть раньше начали в Чечню запускать этих эмиссаров. Это ихние агенты были, это, получается, кумыки, они на этой религии сидели. Это ихние агенты, получается. И аварцы там приходили к нам,
Не, их ну засылать. я извиняюсь, я нацию не трогаю. Почему? Потому что вот я сижу с чеченцами общаюсь. У Я меня, тебе говорю, как было. При да, Петре началось кумыки, да, и у кумыки меня продались при этом Петру, у меня претензии к Петру. чеченцам, которые здесь разговаривают. Поэтому как бы я Не, почему здесь как бы. если смотреть Россию, там, при Петре еще, когда он пришел по морю, пришел там захватить Чечню, кумыкские шамхалы помогали ему. Провизией, лошадьми, быками, повозками. Это ж история там, они сами писали эту историю, россияне. Кумыкские шамхалы помогали им. И они в религии в этой были. Почему они, как придет кто-то, они сразу под него любого ложились. Люди пустыни, в переводе их называют люди пустыни, кумыки. Это религиозные люди с мусульманской религией изначально пришли к нам, получается, да, на Кавказ. Это не местное население. Он тебя говорит за всю нацию, говорит. Я за всю нацию, я знаю, что они были, они, как называется на чеченском кумыке, как называется? Люди писка. Если дословно перевести, я знаю, Гонки. Не, я просто здесь вот сегодня пару эфиров заходил, как бы туда бегал, я перебиваю кого-то. Не, вроде, я сегодня пару эфиров пробежал туда-сюда. Не, Лазик, все вообще не проблема. Я говорю, как ты можешь быть не арабизированным, когда тот человек, который принес тебе слово, как бы, да, он был арабом. Что ж ты не арабизирован? Но опять же, если ты принял его слово, как бы, да, ну опять было какое-то время, когда ты принимал его слово. Это Лазик, 729 год, первое вторжение на Кавказ. Первое вторжение на Кавказ, 729 год. С тех времен, вот именно вот этот, там стоит 800-летняя база Аллаха. Да-да-да. И вот завезен, вот это там прямо пишется, 25 тысяч голов вот этого сброда не дают по сегодняшний день чеченскому народу стать на ноги. Это вирус, это как ваши палестинцы. Вот и дагестанцы, как у вас палестинцы задолбали весь ваш народ, так и наш весь народ задолбал вот этот Дагестан. В Сирии завезенные, с Палестины завезенные они были. Дербенте 25, сперва 15 тысяч, потом 10 тысяч завезли. В Сирии из Палестины как раз завезли. Получается, что он принял оккупацию, как бы, да. У вас там чуть-чуть другая тема. У нас народ внутри не принял оккупацию, как бы. У вас невеста рода, я говорю, как бы. Ну вот сейчас во власти, да, получается. А вот этот Мондон, полоумный дебилоид, как бы, да. И он, как бы, да, больше обустроил. Мир стал раком перед Россией. Раком стал весь мир. Весь мир сегодня с этим пидоразом Путиным играется. Когда весь мир тогда боялся вот этого совка, чеченский народ поставил вот этот совок раком перед всеми вами, перед всем миром. И наш народ показал, как нужно сделать, как ставить империю раком. А сегодня этот весь мир перед этой вонючей империей стал в позу раком и с ним, сюсюкается. У нас больше сил нету. У вас силы есть, надо бы, чтобы его, да, я понимаю, что... Одну треть населения мы потеряли, получается, за эти две войны мы 300 тысяч потеряли. Из них 50 тысяч детей, получается. Я имею в виду, что у нас тема не та же самая, получается. Вы изгнаны, как бы были изгнаны, но сегодня получается, что у вас там сидят банкурты, банкурты, предатели, как это назвать, как бы, которые сидят и держат в рабстве свои же, как бы, да, вот, свой же народ. У вас чуть другая ситуация, это я говорю. Вот те, кто дома, вот эти кадыровцы, мы их поставим, мы их за три дня поставим всех раком вместе. Там российские оккупационные базы, 67 штук. У меня на канале выложено прямо расположение всех баз. Максимальное расстояние 8-10 километров. Да, Лазик, тут не наши же нас держат. Чечне 250 вот эти кадыровцы, мадыровцы, оттуда пинками за 2-3 дня.
Так, я тебя не вижу здесь. Ты здесь, да, Лазик? Да, я здесь. Здесь. Да. Вот смотри, у вас, когда во время Второй мировой, вот этот мудак с усами, который, с усом, он, когда вот уничтожал вас, с ним были из вашего народа люди, которые с ним вместе работали по уничтожению вашего народа? Смотри, есть информация, что были, которые, сотрудничали. Опять же, Манкурт, я подчеркнул, Манкурт. Какой Эхман был евреем? Никогда он не был евреем. Видишь, хоть были там, все равно не так массово это происходило, да? Что... Но я же не обвиняю в том, что, не дай бог, что вот в народе у вас имеется предатели. Я же не об этом говорю. Я как раз таки хочу сказать, что... Ибрагим, как это было? Мысль, да, сказать. Сейчас я тебе скажу, секундочку. Было, как это было? То есть было гетто, да, например, в Будапеште. То есть собрали там 1000, да, вот ты главный полицай. Да, полицай. Если ты это не сделаешь, мы всех перебьем. Все. Вот так это было. Если ты не сделаешь это, мы всех перебьем. И они еще, суки, заставляли, чтобы он еще решал, кто умрет. И если нет, тогда 1000, 100, 200 людей перебьют. Это вписано в это было издевательство. Ты представляешь, какое заставлять еврея вот это все делать? Их заставляли, ничего, их заставляли. Нет, если это было как кто-то, допустим, кто делал это намеренно, как бы, да, скорее всего, там с ними по-своему разбирались. Да, ну а в основном их заставляли. Да. Эхман не был никогда евреем. Я хочу эту тему закрыть, что Эхман не был евреем. Дай бог. Ни Гитлер, ни Эхман не был никогда евреем. Это то, что сказали, как бы, несут раз в двухлетие эти случаи, как бы, да, вот, они сами себя, говорят, убивают, но это неправда. Нельзя это принимать такую информацию. Распространяйте. Я вообще что хотел сказать, просто все равно у евреев вот это из-за того, что у них нету чужой религии, да, у евреев, даже если заставляли, потом человек аккуратно, короче, как бы, чтобы не погибнуть в этой ситуации, вот так каким-то образом пытался выживать, да? А здесь что происходит? Здесь тебя идеологически перенастраивают, понимаешь? Здесь тебя с помощью религии вообще изнутри перенастраивают, понимаешь? То есть тебя здесь делают бойцом, короче, там, джихада какого-то, да? Да. Получается, почувствовал страх это было, а здесь почувствовал чего-то такого, да, ты уже веришь в это. Да, уже ты как бы идеологически перестраиваешься. Ты не просто пытаешься выжить как-то, да, вот идеологически уже в башке ты переключаешься. Вот в чем там опасность, да, всей вот этой ситуации. И это написано в Яд Вашем, где там, когда было вот это, да, памятники, все такое. И написано было большими вот этими буквами, что показывали, что заставляли людей, скажем, быть этим полицаем. Если он бы это не делал, так не только его убивали там сотни, 200, понимаешь, вот так. Это было издевательство, специально такая система издевательства. То есть они так издевались. То есть есть такие, которые отказывали, не верили. Сломление, сломить, да, сломить дух, да, боевой дух. И вот я был когда в Будапеште, я не убили Халгия. Когда я был в Будапеште, там есть где гетто, да, и там некоторые, есть фотки, он стоит, так его валит, убивает, он руку вверх. И там написано, вот этот человек отказался быть полицаем, но вокруг него перебили еще других людей. То есть показательная кара такая была. То есть это ломали боевой дух ломали. Ужасно, что может быть. Нет, тут под видом чеченцев приходят, говорят на чеченском, и просто наглую от имени целого народа обсирают там евреев, обсирают там какие-то демократы, говорят, что это демократы, сами живут в демократических странах опущенные. Себастьян или там, где шариат, там, где Путин построил 1500 мечетей,
Себастьян или со всех, короче, исламских государств, и сидя в Европе, навязывают всему чеченскому народу этот шариат гребаный, про который они сами вообще ничего не знают. От слова совсем. Какие законы, что там будет. Не надо от моего народа, от моего чеченского имени вот это говорить на весь мир. А говори от себя, я мусульманин, потому что у мусульманина нету нации. А тот, кто гордится своей нацией, тот своим происхождением, ваш пророк сказал, что вам нужно сделать. Надо просто как есть придерживаться, да, вот каждый, если займет свою позицию, кто он есть, вот заходят, да, там на какие-то еврейские площадки, где евреи общаются, вот на ТикТок, чатах, там, каких-то группах. Раз зашел туда полностью, я не знаю, мать-перемать, полностью вылил вот этот весь негатив, и потом говорит, мы чеченцы, вам это все. И я понимаю, что с той стороны потом летит вот это вот все, потому что я бы тоже так бы поступил, если бы там какой-нибудь этот ублюдок заходил бы там. Я так не поступаю, Ибрагим, честно. Вот, я не поступаю так, знаешь, по какой причине? Вот, допустим, вот есть вот этот придурок, сердце в поле Иуда, да, вот этот чеченец. Как его этот, Ханиф. Нет, я знаю, что недоразвитая тварь, как бы, да, понимаешь? Я понимаю, что недоразвитая тварь. Знаешь, какая ситуация? Вот вы понимаете, да, вот Лео уже понимает, есть люди, вот, я заходил, там вообще пожилые люди, и прямо у них в эфире вот эта тревога, да, там включается, то есть их долбят где-то ракетами, да, там пытаются Иран, не Иран, хренотень вот это. И тут этим мудачо вот это, извиняюсь, да, там, осуждаю, заскакивает и начинает вот так вот всякие эти гадости говорить. И в такой ситуации это понятно, когда, да. Ну, я что хочу сказать. Причем тут вообще чеченский народ, вот эта гнида, которая туда идет, да, там, от имени там своих религиозных убеждений, там, в соответствии с аятами, хадисами, на кого-то, когда, я не знаю, там, вот это лает, да, или там пытается дерьмо кинуть, делай это от своей вот этой вот, от своего, я не знаю, дерьма вот этого, да, которое у тебя в голове, от его имени. От, я не знаю, исламисты или дагестанец или кто-то угодно, не надо туда затягивать вообще. У чеченцев абсолютно нету ни в преданиях, ни вообще в самобытии, ни исторически вообще, ни абсолютно с евреями каких-то войн или конфликтов, абсолютно от слова совсем вообще нету. Смотри, во-первых, появились вы, да? Есть грань, что вас видят, тоже слышат. И я объясняю тоже. Поэтому ты не можешь судить по одному человеку, там, по 10 человек, всю нацию. Ну, нет такого. Мы же понимаем, что они мусульмане, пробиты головой, да? У них написано, вот так у них написано. И самое интересное, что вот эти чеченцы, дагестанцы, если бы они бы слышали, что арабы говорят про них, кто они такие для них, я не знаю, они бы поддержали бы ислам. Они прямо говорят, что они рабы. Вот смотри, Лазик даст соврать, арабы между бедуинами спорят постоянно, кто настоящий мусульманин. Те говорят, что арабы, что будут бедуины дикари, а те говорят, что они не настоящие мусульмане, потому что они соблюдают традиции, понимаешь? И между у них там чуть-чуть по-другому, у них там низшая каста есть. Эти каста, да, вот эти бедуины якобы как кочевники, а эти якобы... У нас здесь нет таких арабов, да, которые Извиняюсь, очень важный момент. Тут один мне пишет, то наши зрители тоже должны это услышать. Почему твой народ хочет тебя обнулить, говорит. Покажите мне хлеборезку одного муджаида, который готов меня обнулить. Одного. Вы же говорите целый народный. Вот видите, как они это сливают на нас самих. Покажите мне одного чеченца из Тайпа, какого я из Тайпа Эрло, я из Галанчуажа, Галанчуажский район. Я могу вам башни свои показать прямо сейчас на видео, как мои предки. У моих предков в 10-14 веке был холодильник. Да, вот эти высотные башни. Я из Тайпа Эрло. Зайдите сюда один человек,
относящий себя к одному тейпу, одному тухуму, предъявите мне, вот покажи себя и скажи, что ты хочешь меня обнулить. Я пока этого не нашел. Вы балаболы, террористы, русские террористы, исламские террористы. Вы это все сливаете на мой народ. Мой народ так и как раз мне ничего не хочет сделать. Это вы сами вот этим занимаетесь, сливаете полностью это на чеченский, вообще вы портите всю репутацию чеченского народа перед всеми. Зайдите сюда, скажите от одного тейпа один человек. Что я сделал плохого чеченскому народу, что они меня хотят обнулить? Давайте заходить один человек. Не, вы же говорите, целый народ хочет меня обнулить. Одного муджайда. Хлеборезку покажите. Чир, вы даже не мужчина, вот это на чеченском чир, вот это означает сказать, что я вызываю тебя, я хочу тебя вот так. У нас это чир официально давали, при всех. Никто не прятался. А вы почему опущенные прячете свои хлеборезки? Давайте, муджайды, один муджайд поднимите, скажи, я вот из этого типа, я вот сын такого-то, я хочу тебе секир сделать. Один пидорас есть хотя бы среди вас? Один просто поднимитесь, один пидор. Вы все опущенные, я вас буду величать опущенные муджайды, львы, львицы Аллаха. Среди вас нету ни одного мужчины, который готов на себя это взять. Вы это хотите сделать по сунне вашего педофила Музмаги. Ночью, пока я сплю, зайти аккуратно, убить и спрятаться. Не, так не получится. Я хочу знать, кто это будет. Я хочу оставить своему потомству, своему роду. Я им видеозапись оставил. Тот, кто вот это совершит, и если вы этого человека, я полный, это видео выйдет. Если вы это оставите так, если что кто-то из-под тишка сзади, я весь свой род полностью перед всем миром скажу, что вы все опущенные, если это им оставлю. Я такое видео вам оставлю. И я посмотрю, короче, вам это сойдет с рук или нет. Но один муджахид есть среди вас, который готов взять на себя вот эту ответственность и сказать, я от имени муджахида, я от имени ислама, Аллаха, вашего педофила, пророка, объявляю тебя вот секир головка. Есть среди вас такой пидор? Нет. Тогда вот эти комментарии петушиные не пишите тут. Вы опущенные. Все, у меня все. Извиняюсь, Владик. Знаешь, что тебе пишут, Вендетта? Пишут люди, которые удивляются, говорят, а что так, так можно было, говорит? И они теперь не понимают, вот, откуда у вас хватает мужества, как бы, говорить ту правду и защищать свой народ так, перед всем тем, то, что вот, делает вот этот полоумный придурок, который проживает в Чечне, как бы, да, вот и командует там. Ну, оставьте, что Путин убираем сейчас в сторону. Но все равно он в конце сидит и всю эту хрень как бы наводит. Я сейчас договорю, секундочку, я скоро выхожу, честно выхожу. Я И тоже поэтому... выхожу. Адекел ночи. Хорошего вам Да. вечера. Адык далее, маршал. Вам тоже спасибо большое. И вот все вот эти люди, которые вот сидят, и они начинают комплексовать, ну, как бы через комплекс выходит вот эта вся эта хрень, как бы, которую они здесь пишут здесь в сообщениях. Это не только касается там, у тебя на стримах, чеченцев и так далее. Это касается всех стримов, да, где бы это ни происходило. Но у вас это почему-то прям особенно, потому что прям они вот такие перешуганные, такие испуганные, что вот они вот когда вот подлизываются, как бы, ну, подлизываются власти там и подлизываются и так далее, и они сидят, вот, нашли себе ТикТок и видят тебя, когда ты разговариваешь, когда Ибрагим разговаривает, когда вот Харбут разговаривает, когда там чеченцы. Азик, они да. что нужно постараться, ну, если постараться, да, вот Шамиль пишет такой, как герой, вот можно сейчас пробить Шамиля, можно будет пробить, где он находится, да, и где он живет, все данные по телефону, а потом показать на видео, как девочка будет плакать, что это не он. Как да, нет, так поэтому я к чему я веду, как бы, да. Секундочку, Шамиль, ты свой этот язык в жопу засунь глубоко, потому что такие, как ты,
Вот здесь были уже, знаешь, такие, которые в начале 7 октября пришли, арабы, которые на русском говорили, чтобы ты понял, жили в Иордании. Их там нашли, показали видео, евреи, да, и показали видео. Он плакал, как девочка, блядь, плакал. Ну, он потом исчез, все, вот так в открытую говорю. Он потом больше в ТикТок не заходил, все. Так что вы герои, блядь, когда пишете, да. Вы просто все герои, когда вот один на один, вот вы встретитесь, у вас душка не хватит. У вас духа Девушки не на хватит, этом сайте блядь. Вы пишут сразу заднюю даете, блядь. Я донесу свою мысль, секундочку, Леон, да. То, что я хотел сказать, вот конкретно вот эти вот комментаторы внизу там, да, и по происхождению, если они чеченцы, то, скорее всего, они чеченцы, и вот тебе делают какие-то замечания. Это человек, которого ты просто живет в страхе, как бы, в страхе, и у него зависть, и все, что ему осталось, как бы, да, потому что он боится ту же власть, где он там проживает, может даже не там проживать, может проживать в Европе, как бы. Но у него надежда не вернуться в свободную страну, у него надежда вернуться, просто вернуться, как бы приехать, и чтобы ему Кадыров на него обратил внимание, как бы, да. Это продажные люди, это продажные, это рабы, начнем с этого, да. И там больше как бы не разговор о том, чтобы с тобой поспорить, а разговор о том, что они вот не понимают, как можно быть мужчиной, как бы вот так вот выражаться, как вы выражаетесь. Я закончил. Купили. Кадырова купили. А Кадыров купил свою команду. Запугал народ. А вот вместо того, чтобы народ встал и напихал Кадырову, вот это они боятся. Вот и все. Не, этот придурок, который пишет СИЗО, ничего не зарабатывает. Он боится. Он просто очкошник. Он просто очкошник, как бы, да, и он не хочет, как бы, да, отвоевывать это. Как сделали страх? Кадырова купили. Купил команду себе. И все. А народ запугал. Мало того, там сейчас надо пугать. Там есть фанатики. Ну, смотри, когда Путин умрет, да, это бабки, это уже всем понятно. Там будет переполох. Вот там все проснутся сразу. Ребят, я выдал, мне надо мало выкладывать. Я папа вот сегодня вот, героиня, получается, героин, как героиня, да. Мне надо ребенка спать укладывать, попозже зайду, если примите. Давайте. Ладно, Лазик, приходи. Вошел, Марша, приходи свободным, уходи свободным. У нас всегда двери открыты. Вы поднимаете такие темы, что я не думаю, что каждый бы вот этого поднял бы. Это надо уметь. Ну, это... Да, не подлизывайся, ты грязный яхуда. Я знаю, что ты сейчас подлизываешься. 200 шекелей мне заплатишь, и все будет нормально. Кстати, на моем паспорте я прямо со звездой Давида хочу волка рядом. Мой паспорт должен быть со звездой Давида и волком. С тебя ночной азан. Шепотом на гармошке. Пан Чечер, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Чечель, я тебе здесь это самое, в военном этом магазине хорошую каску куплю. И как-нибудь пришлю, чтобы ты уже спокойно мог азан петь во время эфира. Если что, там жена по голове сковородкой, если будет бить, как бы. Кастрюлю нужно, пан Чечер, мощную отправить. Тефаль. Этой жене от меня поклон за то, что боевая женщина. Да, в стойле держит казака. А я бы на твоем месте до ночи сыграл бы сейчас на гармошке. Вот прямо сейчас. Не, он азан один исполнил сейчас, еще раз, я ему 200 с чем-то роз отправил. 2 азана 100% должен. У Погрудина эфир говорят, прикинь, я уже 2-й раз пропускаю. Погрудину, может, пойдем. С большими усами, это личный враг Аллаха. Говорят, что нас ждут.
можно туда, если хочешь, выключи туда. Перекинь. Если как что-то нужно, мы можем, но просто приход туда дать. Радио Машу, да, я индукаю давно выключили. Час, по-моему. Пустил. Час. Леон, ты придешь к этому? Можно? Да. Ты что, к усатому идешь? Говорят, что тебя ждут, он пишет. Подожди, где это я уйду? Меня ждут? Так. Нет, кто-нибудь может посмотреть? У него эфир есть? Сейчас эфир идет у этого. Ну, я сейчас скажу. Там пишут внизу. Да, есть. По грудин тебя ждут. Есть? Да, есть. Ну давай тогда штурм сделаем туда. Потом Идем? включим, если нужно будет.